Селям алейкум, Айша. О, алейкум селям, Рушен. Ишлеры насу. Мены мадам Рушен? Прости, я забыла, что мы только начали изучение крымско-татарского языка. Смотри, Ишлеры насу переводится «как твои дела». Иш – работа или дело. Лер – аффикс множественного числа, а аффикс ин указывает на обращение ко второму лицу, то есть на ты. Насл в данном контексте переводится как. Все вместе получается Ишлеры насл – как твои дела. Салям алейкум. В культуре многих народов после приветствия принято интересоваться делами своего визави. В крымско-татарской культуре у этого явления есть свое отдельное понятие – сорашмах. Образовано от глагола «сорамах» – «спрашивать». Это значит расспрашивать друг друга о здоровье, делах и прочее, обмениваться приветственными фразами. Запомнил, Рушен? Ишлеры насл. А я могу ответить тебе «яхши» хорошо? Ну, если у тебя все хорошо, то конечно. Ну тогда «яхши» Айша. Теперь ты прояви любезность. Ишлерен насл Айша? Эршеях Рушен, Сагу. А как ты задашь этот вопрос более старшему или нескольким людям сразу, обращаясь на «вы»? Ну, это мы проходили. Ишлеренес насл? Да, верно. Но этот вопрос можно задать и по-другому. Например, сказав «наслсон», «как ты?» или «наслсонос», «как вы?», обращаясь на «вы». Ой, кстати, чуть не забыла. Покажи свое домашнее задание. Точно, сейчас. Держи. Итак, сейчас перед вами появится задание прошлого занятия и правильные ответы. Сверяем свой результат, и если будут ошибки, исправляйте их, отмечайте, для того, чтобы потом проанализировать и понять, почему вы совершили ту или иную ошибку. Так будет эффективнее. Первое задание. Напишите личные местоимения на крымско-татарском языке. Второе задание. Ответьте на вопросы. Третье задание. Переведите на крымско-татарский язык. Кстати, следует заметить, что можно и не произносить притяжательные местоимения «менам», «сенам», «онам», потому что в существительных по аффиксам принадлежности можно определить лицо. «Менам Адым Тимур» можно сказать «Адым Тимур», потому что аффикс «им» указывает на первое лицо. «Сенам Адым Айше» можно сказать «Адым Айше», потому что аффикс «им» указывает на второе лицо. «Онам Ады Рушен» можно сказать «Ады Рушен», потому что аффикс «и» указывает на третье лицо. Скажи, такое свойство крымско-татарского языка делает его удобным для переписки в социальных сетях. Я согласен, это очень полезное свойство. Сагыл носоджам. Машалла, Рушен, молодец. Насл гузель кунь. Мне кажется, я понял. Кунь – это слово «день». Я запомнил его, когда ты учила меня здороваться. Харлы кунлер, верно? Да, верно. Кунь – это день, а куньер – это дни. Насл в данном контексте выступает в значении «какой». Гузель – это прекрасный, красивый. Синонимом слова «гузель» является слово «дульбер». Получается, какой прекрасный день. Да, верно. Смотри, как это пишется на письме. Вот так. Айша, мне кажется, здесь ошибка. Ты сказала слово «кюнь», а написано-то «кунь». Нет, никакой ошибки нет. Просто кириллица не отражает все фонетические особенности нашего языка. Впрочем, давай лучше спросим у нашего Оджа. Мы уже говорили о том, что большинство гласных и согласных звуков крымско-татарского языка близки соответствующим звукам русского языка. Но в крымско-татарском языке есть свои особенные звуки. О 4 специфических согласных звуках «к», «г», «н», «дж» вам уже известно. Давайте поговорим о гласных. В крымско-татарском алфавите, как и в русском, 10 гласных букв. А, О, У, И, Е, Ё, Ю, Я. А вот что касается гласных звуков, их в крымско-татарском языке 8. Ровно на 2 звука больше, чем в русском языке. И это 2 специфических звука и Ü. То, что вы видите, это отображение этих звуков латинской графикой, потому что в кириллице нет специального обозначения этих звуков. Хотя, пока для удобства, мы можем обозначить их вот так. Итак, гласные звуки крымско-татарского языка. А, О, У, И, Ü. Когда мы постепенно перейдем на латиницу, вы сами увидите, насколько она более полно отражает фонетику крымско-татарского языка. А пока просто запомните, как эти 2 специфических звука обозначаются кириллицей.
Звук «э» на письме обозначается двумя буквами «о» и «ё». Например, «ötmek» и «söz». Звук «ü» на письме обозначается буквами «у» и «ю». Например, «kün» буква «у» означает звук «ü». И «süt» буква «ю» обозначает звук «ü». Да, Оджан, и ты, Айше, вы оба правы. На латинской графике все можно прочесть без ошибок, а вот в кириллице... Но так как наши первые занятия проходят пока на кириллице, нужно запомнить написание слов и особенности их произношения. Для того, чтобы правильно определить эти звуки, нужно знать их классификацию. Давайте рассмотрим таблицу с гласными звуками и буквами, обозначающими их на письме. Звук «а» обозначается буквами «а», «я». Звук «о» обозначается буквами «о», «ё». Звук «у» обозначается буквами «у», «ю». Звук «и» обозначается буквой «и». Звук «э» обозначается буквой «о» и «ё». Звук «э» обозначается буквой «э», «е». Звук «ü» обозначается буквой «у», «ю». Также важно знать классификацию гласных звуков на мягкие «инже» и твердые «калын». В крымско-татарском языке 4 мягких и 4 твердых гласных звука. Мягкие гласные «и», «э», «ü». Твердые гласные «а», «о», «у», «ы». Надеюсь, ты все запомнил, Рушен. Да, в крымско-татарском языке 8 звуков гласных. Из них 4 твердые, а 4 мягкие. Да, все верно. Теперь давай рассмотрим несколько примеров. Смотри, ты сидишь на стуле. Стул «отургыч». Тут «о» и все остальные гласные после него твердые. Отургыч. И вправду твердые. Верно. А на мне надета рубашка. Кольмек. Тут тоже есть буква «о», но она издает мягкий звук так как мягкий знак указывает на то, что «о» инже, то есть мягкое. Ага, получается в слове «отургыч» твердое «о», а в слове «кельмек» мягкое «э». Машалла, Рушен, еще несколько примеров. Давай. Туз – это соль, а кусь – это осень. Повторяй за мной. Туз, Туз. кюсь. Кюсь. Расскажи, что ты услышал в этих словах? Ну, во-первых, в них обоих есть буква «у». Замечательное замечание. А про звуки? В слове «туз» твердый звук «у», а в слове «кюсь» мягкий «ю». Великолепно. Думаю, на сегодня грамматики достаточно. Подожди, ты рассказала мне, как поинтересоваться у собеседника про его дела. А вот если нужно ответить взаимностью? О, это очень просто. Перед самим вопросом вставляем союз «я» и получаем «Я стенын ишлерен насыл». Как твои дела? Если собеседник старше тебя, то говорим «Я сызын ишлеренас насыл». Как ваши дела? Это интересно. На самом деле эта тема очень обширна. Чего только не спрашивают вежливые люди при встрече друг с другом. О семье, работе, родителях, детях и так далее. Но сегодня мы выучили необходимый минимум, который нужно запомнить. И уже в целом можно прощаться. Ну, ты меня научила здороваться, а вот забыла научить прощаться. Как я могла это упустить? Так, минутку. Я попрошу помощи у своих друзей, чтобы долго не рассказывать. А ты смотри внимательно. Хорошо. Саулыхнен кал. Сағлықнен бар. Саулыхнен қалыңыз. Саулыхнен барыңыз. Тому, кто уходит, говорят «сағлықнен бар» или на «вы» «сағлықнен барыңыз». Дословно «иди со здоровьем». А тому, кто остается, говорят «сағлықнен қал» или на «вы» «сағлықнен қалыңыз». Дословно «оставайтесь со здоровьем». Саулыхнен кал. Сағлықнен бар. Саулыхнен қалыңыз. Саулыхнен барыңыз. Есть и другие формы прощания. Ярынғачы. Көрішкенде. Ұғырлы еллар. Саңа доғырлы еллар. Как по-крымско-татарски «до встречи», «до завтра», «счастливого пути». Ярынғачы. Көрішкенде. Ұғырлы еллар. Саңа доғырлы еллар. Знаешь, по-моему, так даже намного проще запоминать. Да, посмотри несколько раз это видео, чтобы запомнить окончательно. И это будет твоим домашним заданием. А теперь послушаем, что скажет наш Одя. Скажу, что вы молодцы. А теперь записывайте домашнее задание. Первое задание. Допишите аффикс, чтобы получилась форма обращения на «вы». Второе задание. Разделите гласные звуки на мягкие и твердые. Третье задание. Запишите выражение прощания.